В Киеве была премьера спектакля «Дети, которые не выросли». Вы были режиссером. Расскажите об этом проекте. Я был режиссером телеверсии. Режиссером-постановщиком Юрий Кляцкин, а сценарист Сергей Федорчук. Это спектакль театра импровизации «Черного квадрата». «Дети, которые не выросли» – это история детей, переживших ходжалинскую резню. Я не знаю, вы слышали про это? Конечно, знаем об этом. Да, в Карабахе есть город Ходжалы, был, который подвергся нападению ночь на 26 февраля со стороны армянских вооруженных сил и российского 366-го мотострелкового полка, который дислоцировался в то время в Ханкенде. И за ночь было вырезано все население. И вот честно, сложно говорить, я просто... И вот этот спектакль, он, «Дети, которые не выросли», он был построен на историях детей, которые пережили, к счастью, пережили эту ночь, у которых на глазах умерли, были убиты родители, там, родственники, братья, сестры, но они каким-то чудом выжили. И мы с моим другом Мурадом Джафаровым и с председателем нашей диаспоры Хикметом решили, мы думали, как донести до украинского зрителя эту нашу историю, эту нашу боль, да, как донести, чтобы в то же время заинтересовать. Да, у нас, к сожалению, сейчас время, мы уже говорили об этом, время шоу, что зрителю нужно какое-то шоу, чтобы донести до него даже очень важную информацию, это нужно в какой-то игровой форме. Мы обратились к Юрию Кляцкину в театр «Черный квадрат». Они загорелись идеей, мы рассказали им, предоставили эту книгу, видеоматериалы. И буквально через несколько дней они позвонили, что сценарий готов, приходите, почитаем. Мы прочитали, сценарий был готов на 90% в том виде, в котором его потом поставили. Да? Но работа потом длилась еще год. Какие-то детали добавлялись, что-то убиралось. И мне кажется, эта история сама по себе, она не может не тронуть, да, любого человека, любой национальности, потому что это очень страшная трагедия. И поставили этот спектакль, и просто я помню, что, как рассказывали сами актеры, они впервые в жизни играли такого рода спектакль. Они привыкли к театру импровизации, и они там привыкли к тому, что у них больше комедийное. И вот они рассказывали, я помню, что ты стоишь на сцене, играешь, и в зале гробовая тишина. Это, и ты не понимаешь, что это такое. И слышны только всхлипывания там каких-то наиболее там у тех, кого, как говорят, глаза на мокром месте. Вот такие истории нужны. Это нужно говорить, это нужно показывать. Лучше бы таких историй не было. Нет, вообще. лучше бы таких историй не было, но людям это нужно, чтобы они не забывали.